Именно сюда, в республиканскую лабораторию санитарно-эпидемиологической службы, привозят биоматериалы на COVID-19 со всех районов республики. Их количество растет с каждым днем. Если раньше сотрудники СЭС обрабатывали до 200 биоматериалов в сутки, то сегодня у них есть возможность обрабатывать до 400 ПЦР-мазков. Вход в лабораторию запрещен. Увеличение обрабатываемых биоматериалов за сутки связано с появлением нового оборудования в республиканской лаборатории и расширением штата сотрудников. Сегодня в лаборатории работают 12 человек. Если раньше у нас работал в лаборатории официально там 1 человек и 3 мы переквалифицировали, то сегодня у нас уже штат пополнился до 12 человек. Вот, в том числе и благодаря этому, то есть сегодня мы уже выполняем больше объем работы. Если раньше тест-системы и расходный материал в лабораторию завозили в количестве до 5000 в месяц, и этого хватало на 200 исследований в сутки, то сегодня это число увеличилось в разы. Если мы раньше 5000 в месяц было достаточно, то сегодня это уже цифры другие, это 12-15 тысяч в месяц. И только тестов. А туда, к этим тестам нужен еще и обязательно расходный материал, который периодически тоже заканчивается, его нужно пополнять. То есть без расходного материала невозможно сделать тест, без теста тоже невозможно. Несмотря на то, что республиканская лаборатория СЭС расширила свои возможности обрабатывать все тесты, поступающие за день, пока не выходит, связано это с ростом заболеваемости в республике. Если раньше нам привозили тесты в количестве 400-300, когда мы делали 200, нам привозили 300-400, это мы ранее тоже это озвучивали, то на сегодняшний день, после того, как мы увеличили свою работу, то нам начали привозить еще больше. То есть мы опять все равно не успеваем. То есть мы делаем 400, нам привозят 600. Мы делали 200, нам тогда привозили 400. В первую очередь обрабатываются биоматериалы тяжело больных, людей, которым нужно выехать на лечение за границу, медиков из ковид-госпиталя и других больниц. С недавнего времени в категорию людей, которым необходимо срочно пройти тестирование, были включены лица старше 65 лет. На сегодняшний день в течение суток таких срочных пациентов более 200. Чтобы разгрузить республиканскую СЭС, совсем недавно для приема ПЦР-анализов открылась частная лаборатория. На сегодняшний день, насколько нам известно, открылся заборный пункт у лаборатории LabQuest, и они в частном порядке могут делать эти все анализы. Вот, и в связи с этим, конечно же, мы надеемся, что это хоть как-то нас разгрузит. Те люди, которые не относятся к вот этой вышеперечисленной категории срочников и экстренных, для того, чтобы долго не ждать свой ответ, у них появилась альтернатива, и они могут спокойно пойти сдать в LabQuest и получить анализ через 2-3 дня. Я, честно говоря, не знаю, как быстро это делается, но во всяком случае это будет быстрее, чем ждать у нас, когда у нас такой перегруз. Когда наша съемочная группа уезжала из СЭС в республиканскую лабораторию, привезли биоматериалы на COVID-19. Поговорить с медработниками, находившимися в машине, нам не удалось. Им надо было срочно ехать за следующей партией анализов. Гугуца Вардания, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.